Пока в павильоне вместо журналистов работают техники и декораторы. Куча проводов разбросаны по всему залу. Подготовка к завтрашнему дню завершается. Новая студия ЧГТРК к пресс-конференции оборудована 8 камерами. За общую картину зала отвечает Висхан Кантаев. Операторский экран, которым он управляет, используется для получения высокой точки съемки и придания камере движения в разных плоскостях. Конечно, есть опыт освещения подобных мероприятий, но это мероприятие возлагает дополнительную ответственность, так как пресс-конференция проходит с участием самого главы республики, и мы снимаем в нашем новом красивом большом павильоне, у которого в пятницу будет дебют. И, естественно, права на ошибки нет. 3, 2, 1. Пуск, запись. Сигнал исправно работает, и весь персонал на месте. В режиссерской подобный прогон перед ответственным мероприятием проводится не в первый раз. На прямой линии в 6 точках по республике уже сейчас расположены съемочные группы. Они позволят вывести на большой экран в павильоне представителей СМИ из разных районов. Подготовлена студия. Вот мы видим, что сейчас уже доводят последние штрихи. Организованы каналы связи с районов. На местах работают наши сотрудники. Организовали уже точки подключения наших камер, которые в свою очередь будут выведены вот на вот эту видеосцену. Сложность мероприятия заключается в том, что специалисты со всех районов, а также люди, которые находятся в студии, все должны работать как единая команда, все одинаково думать. В прямой эфир выйдут журналисты из 5 районов – Гудермесского, Шалинского, Очхой-Мартановского, Наурского и Шатойского, а также из города Аргун. Передавать сигнал сотрудникам канала «Грозный» будут помогать работники телекомпании Life News. Также содействие оказал мобильный оператор связи «Войнах Телеком». Точки выбирали. Нам поставлена была задача, чтобы выбрать красивые точки. Ну, как видите, любое место повернешь камеру, здесь любое место красивое. За 2 недели мы уже начали смотреть, где, как, где сигнал пропадает. До сих пор мы работаем. Готовятся к большой пресс-конференции, конечно, и сами журналисты, аккредитованные представители 37 информагентств, теле- и радиокомпаний и газет. Корреспондент «Грозный информ» Ибрагим Истамиров в прошлые годы уже задавал свои вопросы главе республики. Чем он поинтересуется в этот раз, журналист захотел рассказать только в общих чертах. Пресс-конференция – это знаковое событие в жизни нашей республики, потому что у людей, у населения республики, региона собралось достаточно много вопросов, и последствия экономической ситуации в стране. В частности, мои вопросы будут касательно социально-экономического положения региона и спорта. 18 лет работы принесло Казбеку Вахаеву немало удачных кадров. Фотокорреспондент рассказывает, снимала видных политиков и ярких звезд шоу-бизнеса. Но мероприятия с участием главы республики имеют особый статус для него. Рядовой момент вообще в целом, но когда ты идешь на пресс-конференцию или на съемки определенных выдающихся, скажем так, личностей, то к этому нужно подготовиться основательно и чтобы без сучка, без задоринки, что называют, чтобы было все очень хорошо сработано, и камера, и свет, и все, что полагается для фотосъемки. Большая пресс-конференция с участием главы Чеченской республики Рамзана Кадырова начнется завтра в 6 часов вечера. Впервые она пройдет в новом современном павильоне ЧГТРК и впервые в таком масштабе. Аккредитацию получили ровно 100 человек, 33 из них представители федеральных СМИ и 9 иностранных. Рузана Веселаева, Хаважи Мунаев. Новости.